Benim temam şunday, məktəbdə qızlarını həm aylardan ayrılıb oxutuq məsələsi. Şu məsələdə bizim biraz tarixi tekşiru həm türlü illərdə şu məsələyə qarşını həm illər politikasını nəzərə qarab aldıq. Lakin məlumat indi Rusça buna görə benim də Rusça söyləyəcəkəm. Şöyle indi Tatarca anlamayan kişiler de var. Sanat alanında uzaklar için onlara da şeyler var. Со времени распада СССР до сегодняшний день российское образование занимается поиском наилучшей концепции образовательной политики. На сегодняшний день существует множество мнений, осуществляются различные новые методики школьного образования. Большинство российских образовательных организаций используют советскую методику преподавания. Но существуют организации, осуществляющие иную методику, такую как методика раздельного обучения мальчиков и девочек. В России таких общеобразовательных организаций немного. В данной статье мы хотим рассмотреть отношение к раздельному обучению в разных странах на разных периодах исторического развития и современное положение раздельного обучения в разных странах. В эпоху первобытно-общинного строя самых младших мальчиков и девочек отдавали под присмотр женщин. В условиях матриархата до 7-8 лет мальчики и девочки воспитывались совместно под руководством женщин, в более старшем возрасте раздельно. Взрослее мальчики все больше времени проводили с мужчинами, приобщаясь к охоте и рыболовству, а женщины обучали девочек-подростков по ведению домашнего хозяйства. В древних государствах появляются первые школы. В основном они предназначают для обучения мальчиков военным, политическим и религиозным наукам. В этих школах обучались дети царей, государственных вельмож и жрецов. Для девочек, как правило, предусматривается домашнее воспитание. В семье они получали элементарные навыки ведения домашнего хозяйства. Во время католического средневековья в Европе были учреждены религиозные школы. Там сложились два главных типа церковных учебных заведений. Епископальные кафедральные школы и монастырские школы. Церковные школы существовали уже к V веку. Они были доступны прежде всего высшим сословиям. Школы готовили служителей культа, это внутренняя школа, и обучали также мирян, обычных граждан, это внешняя школа. Учебные заведения элементарного образования именовали малыми школами, а учебные заведения повышенного образования – большими школами. Учились только мальчики и юноши. Первые городские школы появились во второй половине XII – начале XIII веков в Лондоне, Париже, Милане, Флоренции, Любеке и Гамбурге. В них учились дети представителей высших сословий. К окончанию школы они приобретали умение читать, писать и считать, немного знали латинскую графику. В эпоху Возрождения появляются городские школы, где преподавание ведется на латинском и родных языках, а также аналогичные учебные заведения для девочек. Вместе с тем, в трудах гуманистов прослеживается идея о создании общества, основанного на равенстве, и рассматривается возможность совместного обучения мальчиков и девочек с преподаванием чтения, письма, математики, истории, географии и естествознания. В 17-18 веке в европейских странах изменилось отношение к образованию девушек. В обеспеченных семьях девочки получали образование от своих братьев и отцов. Но доля неграмотных женщин оставалась очень высокой. 80, оно и 100, бывает 100%. Были школы для девочек, направленные на изучение танцев, музыки, живописи, пения, а также письма и арифметики. И очень немногие включали в программу изучения языков, естествознания и философии. Несколько иная ситуация была в США. Обретя независимость в 1776 году, страна остро нуждалась в грамотном населении. В результате стали в массовом порядке создаваться школы. В основном из-за отсутствия средств это были школы смешанного обучения. Школы для девочек стали открываться с середины XIX века. Это было вызвано тем, что состоятельные родители не хотели, чтобы их дочери учились с обычными гражданами. В XIX веке в Европе наблюдается рост интереса государства к воспитанию детей для жизни и работы в промышленном обществе.
Реформы образования были вызваны потребностями промышленности и торговли, которые требовали массовой грамотности для работников и лучшего образования для управленческого класса. Открывались новые школы, гимназии, учебные заведения, все чаще получали государственное финансирование, однако мальчики и девочки чаще всего обучались отдельно еще. В России того времени были подготовлены несколько проектов о низших деревенских школах, о низших городских училищах, о средних училищах, об училищах для иноверцев. Планировалось в селах и больших деревнях повсеместно учреждать начальные школы, низшие деревенские училища. Здания строить на средства прихожан, учителей набирать из местных священников. Труд учителей оплачивался натурой или деньгами за счет родителей. Школы предназначались для мальчиков. По желанию родителей в школы могли принимать девочек и учить их бесплатно. Обязательным предметом должны были стать религия и чтение. Низшие городские училища также устраивались на средства горожан. Школы предназначались для мальчиков и девочек. В программу входили религия, чтение и письмо. Училище для иноверцев должно было посещать население восточной окраины. Программы планировались аналогичным программам училищ двух первых типов. Предполагалось учителями делать представителей соответствующих конфессий, обучение вести на родном для иноверцев языке. Тогда у нас тоже появляются татарские гимназии. Это в конце 19-го, второй половины 19 века. Вот они в основном учреждаются на деньги наших татарских купцов и также на деньги, на народные средства. До конца 19 века практически во всем мире практиковалась модель однополого образования. Но затем ситуация с образованием начала меняться. Совместная борьба за равноправие полов привела к открытию смешанных учебных заведений и поступлению девушек в учебных заведениях, прежде предназначавшихся только для юношей. Вплоть до середины 20 века образование, хотя и оставалось преимущественно раздельным, но для смешанных школ неуклонно росла. Помимо идеологических причин, этому также способствовал экономический спад и увеличение рождаемости. Считалось, что эффективнее и проще создать национальную систему учебного заведения, нежели учреждение раздельного обучения. Частные раздельные школы также видели решение своих проблем в переходе к совместному обучению, что сразу удваивало их потенциальный рынок и давало экономическое преимущество. Говоря об образовании и науке в разных странах, необходимо упомянуть и исламский мир. Особенно в ранний период своего развития. Ислам, как государственная религия средневековых государств Мусульманского Востока, стал главной причиной бурного развития образования и науки, тем самым превратив интеллектуальный потенциал в определенный фактор ближайшего развития исламской цивилизации. Согласно ученому XII века Ибн Асакиру, в период Средневековья у исламских женщин была возможность получать образование. Он писал, что женщины могли учиться получать ученые степени и джазы, а также становиться учеными и учителями. Особенно это было распространено в образованных семьях, которые стремились дать образование не только мальчикам, но и девочкам. Среди женщин было не принято записываться в качестве студентов на официальные занятия, но они часто посещали неофициальные лекции и семинары в мечетях, медресе и прочих общественных местах. XIII век оказался переломным для исламской цивилизации. Распад арабского халифата, нашествие монголов и реконкиста испанцев нанесли неповторимый урон исламской образовательной системе. Пришли упадок образования, наук и исламских государств, а сами государства, ослабленные кризисом, оказались в колониальной зависимости западных государств. В период позднего Средневековья произошло окончательное разложение исламской системы образования и деградация исламской педагогики. Из содержания исламского образования были изъяты такие светские предметы, как география, математика, история, которые в свое время дало миру известных географов, историков, астрономов, математиков. Постепенно фактически за все обучение сводилось лишь к заучиванию Корана. И целью медресе становится подготовка духовных лидеров и служителей мечети. То есть культа просто. В результате в конце XIX века назрела острая необходимость модернизировать общественно-политические устои исламских государств.
Особенно остро стояла проблема возрождения и модернизации некогда эффективной исламской педагогики и исламского образования. На данном этапе постепенно стала формироваться новая инновационная и эффективная система образования мусульман. Данная система соответствовала духу времени и удовлетворяла потребности соответствующего своего общества. Исламское образование трансформировалось в соответствии с новыми условиями жизни 20 века. Началась эффективная интеграция исламского образования в складывающуюся новую светскую систему образования. Ну, это вот джиддийские мадресе, которые стали открываться в Поволжье. И также учебные заведения, которые начали открываться в исламском мире, например, в Египте, в Сирии, в Марокко. В 20 веке общественное образование в исламских странах организуется по европейской модели. Появляются общеобразовательные учреждения раздельного и смешанного типа обучения. Раздельное образование наиболее соответствует религиозной традиции мусульман. Наряду с этим, под влиянием западной культуры и сменой политического режима в некоторых странах, например, в Турции, широкое распространение получают учебные заведения смешанного типа. Общемировые тенденции в сфере образования не обошли и нашу страну, Россию. Известно, что в дореволюционной России девочки не обучались вместе с мальчиками. Однако, с начала 20 века, по примеру некоторых стран Европы, в России начали создаваться смешанные образовательные учреждения. Так, в Санкт-Петербурге в 1908 году были открыты первые коммерческие училища с совместным по полу обучением. После первых лет существования советской власти такая практика стала повсеместной. В 1943 году, во время войны, практика раздельного по полу обучения и воспитания вновь была восстановлена. Постановление СНК, Совет народных комиссаров, узаконило раздельное обучение для мальчиков и девочек в крупных городах и внедряло разные модели социализации в зависимости от пола. В 1954 году раздельное обучение было отменено, и советская школа опять стала совместной. На сегодняшний день лишь в нескольких странах количество раздельных школ составляет более 10 от общего числа школ. Среди них Великобритания, Австралия, Израиль и большинство исламских стран. Школа раздельного обучения. Ну, вот здесь было сказано в странах, в которых более 10% школ. Но если мы начнем перечислять менее 10% школ, то здесь, конечно, количество увеличится. Это и есть школы раздельного обучения и в Китае, и на Филиппинах, то есть в странах Азии, и в некоторых европейских странах, в Канаде, но, опять же, там цифры меньше, количество их меньше. Школы раздельного обучения во многих странах сохранились как средние учебные заведения, принадлежащие различным религиозным общинам, либо как частные детские учебные заведения для детей состоятельных родителей. По данным издания «Телеграф», за последние четверть века количество школ с раздельным обучением в Великобритании существенно сократилось. Осталось 620 женских учебных заведений и всего 400 мужских. Некоторые отдельные британские школы являются самыми престижными в королевстве. Например, Итонский колледж для мальчиков, давший путевку в жизнь 19 премьер-министрам Британии, или школа для девочек Даунхаус, в которой училась нынешняя герцогиня кембриджская Кейт Миддлтон. Школы с раздельным обучением в Австралии исторически следовали схеме, аналогичной той, что имело место в Великобритании. Причем большинство раздельных школ находится в частном секторе. Однако в пределах независимого сектора доля учащихся, посещающих раздельные школы, Австралии упала с 31% в 1985 году до 24% в 1995 году. К 2015 году эта доля увеличилась еще на 12% студентов. В настоящее время существует около 90 коммерческих школ для мальчиков и 90 для девочек. Когда как всего количество раздельных школ в Австралии 2200. То есть всего школ частных 2200, а среди них 180 это раздельное обучение. Что касается школ для девочек в целом, включая государство, в Австралии насчитывается 142, в соседней Новой Зеландии 42, 19 в Сингапуре и 27 в Гонконге. По экономическим соображениям наблюдается спад. Раздельные школы действительно предоставляются только католическим и частным секторам. И даже эти сектора не открывают новые школы по экономическим причинам.
Вместе с тем, к началу 21 века в США наметилась противоположная тенденция. Американцы захотели, чтобы государственные школы имели право вводить раздельное обучение. И в 2010 году уже 540 школ с раздельным обучением существует в США. Что касается Канады, то здесь показатель меньше, 7 школ для мальчиков и 18 школ для девочек. В нашей стране после распада СССР возобновились эксперименты по введению раздельного обучения мальчиков и девочек. Появились кадетские корпуса для мальчиков и частные женские гимназии для девочек. Осуществляются попытки организовывать раздельное обучение для мальчиков и девочек православными и мусульманскими религиозными общинами. В основе идеи раздельного образования лежит убеждение, что мальчики и девочки усваивают информацию и ведут себя по-разному. Мозг девочек и мальчиков функционирует различным образом, поэтому процесс обучения мужского и женского пола коренно отличается. Считается, что девочки учатся более пассивно, они лучше воспринимают информацию визуально и на слух, что позволяет им легко справляться с графиками и обсуждениями в классе. Мальчики же усваивают информацию скорее кинетически, то есть учатся, исполняя что-то на практике. Раздельные классы для мальчиков и девочек позволяют учесть эти различия и применять различные подходы к преподаванию. Кроме того, у мальчиков и девочек отличается система мотивации. Те стимулы, которые вызывают интерес у девочек, не подходят для мальчиков и наоборот. Поэтому считается, что именно в атмосфере гендерных школ дети достигают максимальных успехов, полностью раскрывая свой потенциал. Исследования в разных странах показывают, что девочки в отдельных классах с большим энтузиазмом изучают предметы, связанные с наукой, технологией, инженерией, математикой, занимаются спортом, а также имеют значительно более высокую самооценку. Мальчики, в свою очередь, начинают лучше писать и вообще выражать свои мысли в письменной форме, а также проявлять больше интереса к сентиментальным предметам, таким как искусство и литература. Вдобавок, мальчики и девочки старших класс выигрывают от освобождения себя от мыслей о взаимоотношениях с противоположным полом. Статистика показывает, что в старшей школе результаты экзаменов в раздельных школах чуть выше, чем в обычных, особенно у девочек. К примеру, в одной из школ Красноярского края, перешедшей на раздельное обучение, более 60% учеников отличники, а 90% выпускников с первой попытки поступают в вузы. В то же время противники гендерного образования полагают, что мальчики и девочки преуспевают в учебе больше в условиях смешанной школы, если это хорошо управляемая школа. Самая острая критика по отношению к узаконенному раздельному образованию приходит из кругов правозащитников женских организаций. Они считают это ущемление прав женщин. По мнению противников раздельного обучения, деление учеников сначала по гендерному признаку может привести к их дальнейшему делению по расовым, религиозным, физическому, интеллектуальному признакам. Некоторые критики считают, что в мужском классе будет процветать дервщина и даже говорят об опасности гомосексуализма. Также говорят о недостатке социализации. Но это общие тенденции мировые, то есть это не только в России. Ну и в результате, что можно сказать? Убежденность сторонников в той или другой точке зрения немало. Но если бы у раздельного образования не было оспоримых плюсов, оно бы без сомнения перестало существовать. Однако большинство подобных школ демонстрируют высокие академические результаты и отбирают учеников на базе многоступенческих испытаний. Стало быть, раздельное обучение пока живет и существует. Спасибо за внимание. Какие-либо вопросы? Вот, связано вот Австралия, раздельные школы. Вот, они религиозные, получается? Австралия — это же колония Британии. Австралия, тот же самый Гонконг, Сингапур, Филиппины. И вот эти школы, они исторически остались, но тем не менее там культура близка к британской, поэтому и на национальном культурном уровне поддерживается это. И также практически там тоже ведутся исследования, но тем не менее тенденция на спад идет. В данное время, вот, в ближайшие 30 лет статистика показывает, что количество школ в Австралии уменьшается в раздельном обучении. Но новые не открываются. И в основном они все частные. То есть государству невыгодно открывать раздельное обучение, только вот если это в виде испытательных площадок, которых
изучаете вот это вот раздельное обучение. Нет? А на основе религиозных, вот, на основе религии много раздельных школ имеет? В основном в США это католические школы, то есть они в США там частных школ много, и вот частные школы, они в основном или же и финансируются религиозными организациями, или же финансируются, есть, конечно, элитные школы частные, которые не касаются религии, но тем не менее процент религиозных школ в США больше всего. Также есть религиозные школы в Британии, но там меньше процент. А в России нет? В России религиозных школ раздельное обучение, я не знаю. Есть религиозные школы в Москве, это христианские религиозные школы, иудейские религиозные школы, но они открыто религиозными не являются. То есть там религия не преподается, там просто создаются условия исправления культа и питания соответствующего. Но как в России, как раздельное обучение используется в виде научных площадок. Это вот в Сибири несколько областей, в Коми, в Удмуртии есть несколько школ. Но вот в Татарстане с этим проблема. Пока у нас вот в Челнах одна школа, 79-й лицей, и он остался еще с 2000-х годов, когда он был в Татарском католическом лицее. С того времени еще осталось, что у них учатся мальчики с 6 класса по 11. Tamam, sonra. Rahmet eylesin. Rahmet